Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас я попробую вам объяснить, как мы сможем реализовать выполнение приказа номер 108 от 14.03.2020 года. Давайте посмотрим, вспомним сначала, что же у нас в этом приказе, о чем нам говорится. О том, что нам рекомендуется дать обучающимся на калькулярное время учебные задания. Да? Педагогами разрабатывается план уроков для обучающихся по непройденному учебному материалу с 16 по 20 марта и с 3 по 5 апреля 2020 года, в котором прописываются изучаемые цели обучения, краткий тезисный конспект, ссылки на учебники, электронные ресурсы и так далее. Могут прилагаться учебные задания. В данном случае в течение этих каникул будут работать электронные журналы. Мы пользуемся Кунделиком, поэтому для нас работать будет Кунделик. Также педагоги предоставлять должны обязательную обратную связь обучающимся и родителям по выполнению учебных заданий и в электронном журнале, и в онлайн-режиме. Для этого можете пользоваться различными чатами и самим Кунделиком, соответственно. Давайте посмотрим, как можно это реализовать. Переходим в Кунделик. Вот я нахожусь в Кунделике. Да? Моя страничка. Для этого мне нужно зайти в вкладку «Образование» и «Мои классы». Обратите внимание, я буду видеть все классы, в которых я работаю, причем я буду видеть и те классы, в которых я когда-то заменяла. Поэтому, если у вас их слишком много или лишние, не переживайте, работайте только с теми, в которых вы действительно ведете. Вот, например, я веду в 10 Г, поэтому я зайду на страницу этого класса. Что мы видим на этой странице? Очень много вкладочек. Нас сейчас интересует вкладка «Файлы». Вкладка «Файлы». Переходим. Что может нам помочь сделать эта вкладочка? Мы можем сюда выложить большое количество файлов. И чтобы эти файлы не перепутались, чтобы мы с вами не замусорили эту вкладочку, давайте все файлы четко структурировать. То есть, если я выкладываю файлы по предмету информатика, то, соответственно, я сделаю папку информатика. Если будут выкладываться по предмету русский язык, вы сделаете папочку русский язык, допустим, казахский и так далее. То есть, все предметы создайте папки. Как это сделать? Очень просто. Есть команда «Создать папку». Нажимаем ее. Родительская папка не трогаем здесь и просто вписываем название папки. Я пишу «Информатика». Создаю папочку. Обратите внимание, появилась вот папка «Информатика», она в данном случае пока выделена, и появилась рядом карандашик, то есть возможность редактировать эту папку. Если вдруг вы ошиблись, название неправильно сделали или еще что-то, можно отредактировать, запустить или изменить название, или целиком удалить название. Я просто сохраняю и все. Так, все, у меня выделена информатика, теперь мне нужно добавить файл. Для этого я файл сначала приготовлю. У меня, посмотрите, должны быть, да, изучаемые цели обучения, вы их здесь пропишите, краткий тезисный конспект, то есть определение, что они должны там знать и так далее. Ссылки на учебники, электронные ресурсы, может, вы найдете в YouTube интересные видео по теме, достаточно много, может, какие-то ссылки на интерактивные тесты, еще что-то. Пожалуйста, ссылочка на Bilimland, там разработки полные уроков, можете их взять. Эти ссылочки можете сюда поместить. Также, естественно, теория без практики никак, поэтому вы должны дать задание. Причем задания для отработки вы можете дать как в самом этом файле, так и в отдельном документе. Там можно прикрепить несколько документов. Но помните, чтобы ребенок мог дать вам четкий ответ, вы должны дать четкое пояснение, в каком виде и как вам давать ответы. Либо это те же файлы, либо в личку вам через Кунделик, либо в эту же папочку, чтобы они кидали, или что-то. То есть вы должны четко продумать, как дети будут вам сдавать работы. Да? Когда этот файл готов, все, вы его сохраняете. После этого мы возвращаемся в Кунделик. И нажимаю команду «Загрузить с компьютера». Обратите внимание, папка «Информатика». Если я хочу еще какую-то папку, новая папка, но вообще я хочу в папку «Информатика», поэтому, естественно, она у меня была выделена, поэтому он сразу понял, что я буду сохранять папку «Информатика». И обратите внимание, можно прикрепить 3 файла. Еще обратите внимание,
Не все типы файлов можно прикреплять. Вот разрешенные. Чтобы увидеть список разрешенных, просто надо щелкнуть определенные типы файлов разрешенные. Да? Скрыть и показать эту информацию очень просто. Дальше еще обратите внимание на то, что общий объем загружаемых файлов не должен превышать 2 гигабайта. 2 гигабайта это немало. Это весит фильм в хорошем разрешении 1,5-часовой. Поэтому, если мы мерить где-то будем в документах, то документов повесится много. Просто к чему я веду? Ролики те же лучше давать ссылочками на YouTube, чем заливать их сюда. Больше места сохранится. Да? Выбираете файл, нажимаем кнопку «Выбрать файл». Вот у меня файл на рабочем столе. Я выбираю. Вот, пожалуйста, просьба. Желательно называть файлы датами уроков. Да? То есть, например, у меня вторник и четверг уроки. Поэтому вторник у нас вот сегодня 17. Я файл переименую и напишу информатика 17.03.20. Я буду точно знать, что это урок информатики к 17 марта. Все, я его переименовала. Желательно таким образом это сделать. Так, файл переименовала. Файл обязательно должен быть назван именно так. Не надо называть документ, еще что-то, иначе и дети запутаются, и потом вы сами запутаетесь. Поэтому вы знаете, что у вас урок четко, например, тот же урок математики у вас должен быть каждый день. Поэтому пишите математика 16.03, математика 17.03, математика 18.03. И все у вас четко будет лежать эти 5 файлов, и дети будут знать, во-первых, в какой последовательности работать с этими файлами, ну и во-вторых, будет им удобно, и вам удобно смотреть, что вы положили, что нет. Выбираю этот файл и нажимаю кнопочку «Открыть». Обратите внимание, файл прикрепился, да, то есть он показывает, что именно этот файл будет загружен. Так как у меня нет других файлов, я больше ничего не нажимаю. Если у вас несколько файлов, то нажимаете, выберите файл еще раз. После этого я нажимаю кнопочку «Загрузить». Прокручивается загрузка. И обратите внимание, да, можно отредактировать название, если вдруг вы, опять же, неправильно что-то там, ошибку допустили или еще что-то, а также описание. Можете добавлять, можете не добавлять урок информатики, да, например, или задание к уроку информатики, там уже решайте сами. Нажимаю «Сохранить». Давайте напишем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Задание к уроку информатики вторника. Ну, например, так, сохраняем. И давайте посмотрим, как это выглядит. Вот посмотрите, как это выглядит. Документ, видите, вордовский документ, там, в принципе, 4 строчки, он весит не так уж много. Давайте посмотрим, опять перейдем в файлы, 10Г. Вот они, папка информатика, показано, что один файл, вот он лежит, папка информатика. И вот этот файл у меня лежит. Обратите внимание, при наведении на файл появляется карандашик. Я могу удалить этот файл, могу редактировать этот файл и так далее. Могу переместить его в какую-то папку дополнительно. То есть это можно достаточно еще много с ним делать. То есть, в принципе, испортить мы ничего не можем, поэтому не бойтесь, дерзайте. Я думаю, все у вас получится. В итоге здесь должно быть в папке этого класса предметов сколько? 8-10, да, и в каждом в этой папке должны быть файлы непосредственно для этого предмета, чтобы дети знали, что делать. Я надеюсь, у вас все получится. Дерзайте. Спасибо за внимание. До свидания.